6 заседаний Государственного совета было проведено. Практически каждый месяц. За полгода парламент рассмотрел больше 140 вопросов, принял 56 законов и свыше 200 постановлений. Впервые Госсовет Татарстана признан самым открытым региональным парламентом страны. За это Фарид Мухаммедшин поблагодарил журналистов. Мы стали открытыми для населения нашей республики, да и всех в целом федерального центра. Ваша заслуга. Через ваши информации своевременные освещают деятельность парламента, да и жизнь всей республики, социальную, экономическую. Принятые за полгода законы касаются разных сфер: социальные вопросы и качество жизни, поддержка в условиях санкций как предпринимателей, так и крупнейших предприятий, господдержка участников СВО и вынужденных переселенцев. Очень люди отзывчивые у нас. Много гуманитарного груза направлено, от себя отрывают, понимая это дело. И деньгами, и материально, и финансово. Мы поддерживаем всех участников боевых действий, участников специальной военной операции, и они нам благодарны и признательны. Также в первом полугодии Госсовет инициировал 4 федеральных законопроекта, 3 из которых на рассмотрении Госдумы. Законопроект о правилах охоты принят Нижней Палатой в первом чтении. Направлено предложение ввести закон об уважительном отношении к государственным символам регионов. Пока в стране он действует только в отношении федеральных флага, герба и гимна. На нашу законодательную инициативу откликнулось значительное количество субъектов Российской Федерации, тоже ее поддержали. Будем работать. Госсовет 6-го созыва будет работать до осени 2024-го. Журналистов интересовало, планирует ли Фарид Мухаммедшин вновь выдвигать свою кандидатуру. Жена сказала: «Жить ты села». Хватит, говорит Фарид. Давай, значит, может быть, я наверняка не буду выдвигаться. Посмотрим, как ситуация. Я буду советоваться и с Шаймиевым, и с Минихановым Рустамом Нургалиевичем, как обстановка будет в стране. В этом году парламентарии лично приняли больше 2500 жителей и рассмотрели почти 7000 обращений. Многие депутаты продолжат работу с избирателями и во время парламентских каникул. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.